Assalamu alaikum hürmetli tamaşaçılar. İsyahtüç avaz ve alqadrin xure. Muzeydi patagoçu ikari xuçi metleb nova. Qe alqadar Hasan Efendi di muzeydiz. Muhmon kanwa dirbe şehirde karikwa dünya di kültür di tarih di ve dinri muzeydi qullukçılar. Habrgan viniz sana sanis tuxda yani prediviznoy foto выставка. Или затанова музей директор заместитель Карина Мусоева и выставка заведующий Айгун Алиева. И музей Кайкуатканова Хрин Галияр район музей работы карди. И сяхт ино Калефида фото выставка وحبل خلاص غنوا экспонат هروا где-то будущего вниз حبل خلاص شو ثاني شهر دا هم مزيد قلق شهري حبل ما تصل هاول إن زغنوا هم شبي مزيد كا فيديو رولك إني استاتشنا كذني بيوجدوا حبل تماشون. Мы рады приветствовать в Алкадаре музей Гасана Эфенди Алкадарского, гостей Дербента из Музея истории мировых культур и религий. Первое слово, конечно, хочу предоставить главе муниципального образования села Алкадар Гусейнову Алиму Гамзатовичу. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Мы очень рады приветствовать наших гостей, представителей Музея истории мировых культур и религий. Что сказать? Сейчас они нам представят о своем музее, мы посмотрим. Удачи вам! Спасибо большое. От имени руководства Музея истории мировой культуры и религии я хотела бы поприветствовать всех и поблагодарить за то, что вы сегодня пришли на наше мероприятие. Вообще Южный Дагестан вызывает у нас большой интерес, и многие проекты у нас связаны с Южным Дагестаном. Я надеюсь, в дальнейшем мы еще привезем проекты. Значит, я хотела бы сначала поблагодарить руководителя данного культурного учреждения, директора Гусейна Имамовича, за то, что он нас приютил нашу выставку, здесь так любезно предоставил нам площадку. От имени директора Дианы Гасановой за содействие в организации выставки «Сакральный атрибут», за сохранение культурно-духовно-нравственной среды и традиционных ценностей. Благодарственное письмо. Спасибо, Карина Юрьевна. Мы это благодарственное письмо как ценный экспонат вывесим на самом видном месте музея. Я вначале хотела рассказать о нашем музее, наверное. Музею нашему еще даже не исполнилось 5 лет. Он был открыт накануне празднования 2000-летнего юбилея Дербента по инициативе бывшего главы Рамазана Абдулатипова. Почему именно Дербент? Дербент – это город древний, где впервые на территории современной России шло распространение христианства, иудаизма, и ислама, и других верований и религий. И именно здесь всегда люди проживали мирно, находили общий язык друг с другом. И музей наш был такой последней завершающей нотой, которая, именно для юбилея было очень важно показать. И буквально за 2 месяца, благодаря общинам мусульманской, иудейской, армянской, русской православной церкви, мы буквально за 2 месяца собрали экспонаты, помогали люди нам, не только общины. И нам был доверен такой проект, как «Открытые храмы». Открытые храмы что предполагалось? Не секрет, что многие из нас, являясь представителями той или иной религии, не знают, как же там обстоят, какой антураж, что вообще делают, допустим, если мусульмане в христианской церкви или в синагоге иудейской и так далее. Людям это интересно, но в силу таких объективных причин они иногда или стесняются, или боятся, что их туда не пропустят и так далее. И этот проект «Открытые храмы», он предполагал, что мы покажем людям, всем желающим, были разработаны маршруты по городу, конечным пунктом каждого из которых являлся той или иной
культовое сооружение. И причем в Дербенте очень много древних культовых сооружений. Вы знаете, что одна из древнейших мечетей мира, да, Джума мечеть, расположена именно в Дербенте. Тут есть и синагога, и древние храмы христианские. Вот. И, значит, священники там встречали, рассказывали. Вот этот проект, он очень большую популярность приобрел, но мы не можем жителей, допустим, других районов Дагестана, да, привести в Дербент и показать все храмы. Тогда возникла идея у автора вот этого проекта «Сакральный атрибут» Андроника Мурадова, который, кстати, недавно стал победителем в нескольких номинациях. Первое место занял, значит, с другим нашим проектом в мире, представлял Россию. То есть талантливый художник, фотохудожник, который работы вы сейчас увидите. Вот. И он решил, те экспонаты, которые они есть, сакральный атрибут, это что такое? Это те вещи, которые в религиозных обрядах, да, для каждой религии какой-то атрибут, допустим, для мусульман подставка для Корана, там, для христиан православной церкви, там, икона какая-то. То есть они являются очень, они помогают как бы в общении с Богом, да, в общении со Всевышним. Вот. И очень интересно увидеть, а как же другая религия, как они поклоняются Богу, что они при этом используют. И тогда он сделал вот эти фотографии тех экспонатов, которые находятся у нас в музее или же в том или ином религиозном, значит, культовом сооружении. Вот. А некоторые, значит, экспонаты он даже соединил. Есть у нас такая фотография, где священные писания разных религий, да, Коран, Тора и Библия, он вместе объединил их, показывая тем самым, что у нас у всех Бог один, что заповеди одни и те же и так далее. Значит, вот я рассказала коротко о сакральном атрибуте, мы потом посмотрим, но прежде я хотела бы вам, значит, рассказать, вернее показать, да, наш музей, сняли наши сотрудники такой видеоролик, где наши экспонаты. И добро пожаловать, когда вы будете в Дербенте, обязательно приходите, и там вы увидите там совершенно другое восприятие, когда вы видите на экране, и когда вот это все перед вами, потому что люди, когда приходят, там бывает, что вот русские приезжают с России, видят иконы, да, старинные, они начинают, в общем, совершенно другое чувство у них, они вот чувствуют вот это вот какое-то вдохновение, вот эту вот сакральность и так далее. Но сейчас внимание на экран. Работа Манады Магомедовой.
Значит, сейчас, если кто желает, я могу рассказать что изображено на фотографиях. Древних религий, значит, была провозглашена Будда, но Будда в переводе это просветленный, то есть там это даже не религия, а религиозно-философское учение больше, потому что там нет, она стоит особняком от там, ислама, христианства и иудаизма, которые связаны друг с другом, да. Она стоит особняком, там есть просто нет учения о едином Боге, вот, то есть просветление, и вот поскольку это одна из мировых религий, ее исповедуют, знаете, в Китае, там, Монголии и так далее, в Индии есть, и очень много приверженцев, да, поскольку они многочисленные народы. А у нас соседняя Калмыкия. И вот монахи из Калмыкии подарили нам свои эти экспонаты, вот такая композиция. Значит, и вот эти вот ритуальные вещи тоже, значит, колокольчик. Значит, во время ритуалов он олицетворяет силу веры. Вот. И вот этот вот предмет тоже, значит, используется во время их ритуальных, значит, служений. Так, значит, в этих целях они используют вот такую вот указку. Она называется яд, что в переводе означает рука. Видите, наконечник в виде руки. А как они листают, да, думаю? А они не листают, поскольку их священное писание в синагоге, оно не в виде книги, а в виде свитка. То есть вот две вот такие вот, видите, он спрятан. Значит, свиток внутри, и он просто вот так вот, этот свиток, он вот так вот раскрывает, и оно вот так вот, значит, открывается, и они вот в синагоге, значит, указкой показывают, что они читают, да. А свиток тоже спрятан, его в определенное время вытаскивают, раскрывают, а так вот просто так свиток не может лежать. И свиток обязательно от руки пишется. Вот. Мезуза. Вот когда мы входим в молельный зал синагоги, иудеи обязательно целуют ее. Их в доме у каждого иудея, верующего, должна быть на дверном косяке обязательно мезуза. Туда вкладывается молитва, основная иудея, написанная на пергаменте. То есть мезуза может быть разных форм. Вот. И эта молитва, она как бы оберегает дом. И когда иудеи входит и выходит из дома, обязательно целуют ее, тем самым он получает благословение на свой путь и оставляет свой дом на попечение Всевышнего. Она как форма кувшина, да? Вот это в форме кувшина. Есть очень Не, много... она как кувшин сама или как? Или просто как статуя Она вот кувшин? такая маленькая, да. Она маленькая? в форме кувшина, но внутри она как бы нет. Она туда вкладывается молитва. как картина. То есть у нее нет там вот этой полой, как в кувшине. Да, она просто внутри спрятана. Она спрятана, и когда она через какое-то время они ее меняют для того, чтобы внутри молитва как бы не крутилась. Вот. И что хотела сказать? Очень много в Израиле вот этих вот, я видела тоже в виде кувшинов, у них отпечатки в стене вот оставались, то, что они от прям этой формы. Да, вот именно такой формы видела. А так она вообще разных форм бывает. У нас в музее есть других форм они. Значит, это вот, значит, то, что я говорила, посмотрите, священные писания христиан, мусульман и иудеев, значит, это мантры, у буддистов нет священного писания как такового, читаются мантры, то есть на каждой такой листочке отдельные слова какие-то они произносят. Так, это тоже композиция такая общая, больше христианская. Здесь, значит, опять же, работа Манабы Магомедовой. Видите, она инкрустировала полудрагоценными камнями Библии, две иконы старинные и крест вырезанный армянскими мастерами. На дереве и на камнях армяне обычно кресты, вот видите, а вот эти вот наконечники, они в виде виноградной лозы даже на камнях делают, поскольку это особенность армянского креста. Значит, это иудейская композиция, мы видим минору, видите, семисвечник, 6 дней Всевышнего. Да, это самое. 6 дней Бог создавал землю, на 7-й отдыхал, вот символизирует вот это вот минора. 7-й день приходится на субботу, поэтому евреи празднуют шаббат. В пятницу вечером женщины зажигают минимум 2 свечи. Значит, и они пользуются телефоном, не смотрят телевизор, этот день они посвящают, не работают, посвящают Всевышнему, читают молитвы и посвящают своей семье. И вот еще одна коробочка на левой бицепсе руки.
Вот. И во время молитвы Атива, там опять же вкладывается молитва Шма Исраэль, слушай Израиль, это главная молитва иудеев. И значит, имеет по определенным дням право входить священник. Вот. В него в угол сшивается мощи святого, в честь которого названа та или иная церковь, да, это от русской церкви. Видим изображение 4 евангелистов, те, что написали Священное Писание христиан, это ученики Иисуса Христа, Марк, Матвей, Иоанн, значит, Лука. И, значит, сняли Иисуса с креста. Войска начали отступать, и Сталин, он же раньше был семинаристом, то есть он учился в духовной семинарии на священника. И тогда он вспомнил о Всевышнем и, значит, приказал привести себе священника, он пришел с этой иконой. Мы, в свою очередь, хотим подарить Дербенскому музею, вашему музею, нашему музею, как говорится, 2 книги. Они непосредственно связаны с культурой Дагестана, с культурой лезгин, культурой религии, с развитием истории религии, с религией связаны. Это книга Хаджи Давуд, одна книга. И вторая книга Магомед Иранский, «Поборник свободы Дагестана». Да, очень ценные книги для нас, конечно. Спасибо вам огромное. Thank you.